Когда он был еще мальчиком, они жили в Карасу-Базаре, через город проезжал Айвазовский, маринист Иван Айвазовский. Он заметил на стенах орнаменты, которые мальчик рисовал. Его это заинтересовало. Он увидел линию, узор и предложил родителям, чтобы они отпустили мальчика к нему в мастерскую учеником. Вначале Амета отпустили. И первые месяцы он действительно жил у Айвазовского. Но потом родители посчитали, что это недостойно мусульманина обучаться у неверного, так скажем, по тем временам. Родители забрали мальчика. Единственное, что Айвазовский оставил ему на память свой эскиз картины. Моя мама, мои два ее брата, мои даи, они живые свидетели дедушки. Они его хорошо помнили с детства, о том, как он работал за столом, писал орнаменты. Вначале он был оружейником, у него была своя мастерская, он занимался оформлением оружия, винтовок, кинжалов, ножей. Эти работы были ценными, считались высоким искусством. Некоторые из них попали в музеи оружейные. А потом, когда советская власть у него изъяла мастерскую, ему просто запретили заниматься оружием, он перешел на орнаменты. В начале 20 века очень была высокая потребность в орнаменте. Очень много женщин устраивались в артелях, где вышивали одежду, а также частные вышивальщицы. Им нужен был орнамент. Орнамента не хватало. И вот он в свое время, тогда, это было 30-е годы, он занял эту нишу. Он расписывал очень много орнаментов на бумаге, цветной тушью, кистями и перьями. А работы его были востребованы. Он был приглашен на оформление крымско-татарского филиала в НВДНХ. К сожалению, начало войны, и ему не удалось это сделать, осуществить, хотя он уже готовил эскизы, готовил своего старшего внука Мансура в помощники. Он должен был ехать в Москву на ВДНХ и оформлять галерею Крымско-Татарской автономной республики. Но война не позволила. Он был очень талантлив, очень трудолюбив и очень мужественный, храбрый человек. Во время войны он спас еврейскую девочку от расстрела. Он прятал ее у себя дома, когда евреев вели на расстрел. А за это могли расстрелять нацисты. То есть он был достаточно мужественным. Еще до этого, в 30-е годы, он прятал у себя одного врача-еврея, которого хотели взять в НКВД и расправиться с ним. Опять же, дедушка спас жизнь врачу. Прятал у себя, а потом под покровом ночи, спустя месяц, отправил его в Симферополь, сюда, в Ахмеджит.